Однажды, когда я уже освоил грамматический бурятский язык, одна женщина после разговора со мной на родном языке сказала мне: тебе надо освоить разговорный язык. Один из разговорных приемов на примере вспомогательного глагола орхе мы с вами уже рассмотрели, а сегодня рассмотрим еще один. Первый раз я столкнулся с ним в реальной жизни на примере фразы «басхамна уншо», то есть «наша девочка уснула». Причем сделал это быстро и неожиданно, что свойственно всем маленьким детям. Дело в том, что в слове «уншо» совмещены два действия, то есть «унтжашо» или «унтатошо». То есть здесь «унта» – спать или уснуть, и «оша» – идти. Глагол «оша» с основным значением «идти» в данном случае употреблен в своем вспомогательном значении, в котором он придает усиление действию основного глагола, который в данном случае является «унта». Но возникает вопрос, почему в данном случае нельзя было использовать уже известный нам вспомогательный глагол «орхе», то есть сказать «басхамна унтаттё». Дело в том, что «орша», являясь глаголом движения, в своем вспомогательном значении дружит с себе подобными. Например, «ябшо» свалил, «ершо» приперся, «оршо» вломился. Я специально немного утрирую для того, чтобы полнее передать эмоциональное значение этого разговорного приема. К глаголам движения приравнены глаголы, действия которых приводят к изменению физического положения человека. Например, улегся хыптышо, уселся гушо, вскочил ботшо и так далее. А также с этим глаголом используются глаголы, которые описывают действия, которые представляют из себя изменение состояния человека. Например, убдышо заболел, выздоровел идгышо или хэмболшо и так далее. Понимая эту логику, уже гораздо легче воспринимать в разговорной речи этот прием, а самое главное – использовать его самостоятельно. Говорите на живом бурятском языке. Дахим озатра верте.